Представляю вам соперников. Боец в синем углу. Ему 24 года, рост 180 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Его прекрасный профессиональный рекорд безупречен. 7 побед, ни единого поражения, дамы и господа. Он чемпион Европы и победитель международного турнира Кубок Содружества из Душанбе, Таджикистан. Приветствуйте! Тарабшах, не знающий поражений, Наботов! Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 25 лет. Его рост 178 сантиметров, а вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед и только одно поражение, дамы и господа. Он чемпион России по боевому самбо, представляющий легендарную школу имени Абдулманапа Нурмагомедова из Махачкалы, Россия. Приветствуйте, Мурат Биларов! Рефери поединка Александр Сидорин. Бойцы на центр. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Очень любопытный поединок, такой очень близкий с точки зрения и коэффициентов, и с точки зрения вот таких возможностей, раскладов предматчевых. И довольно живо они начинают, обменялись коленями из клинча, причем очень чувствительными коленями, еще и джебами жесткими. Да, здесь все на встречных курсах пока проходит. Противостояние залов тоже. Биларов пошел вперед. Хорошая от него атака, но на самом деле и Наботов тоже в долгу не остается. Wolf Gym против школы имени Абдулманапа Нурмагомедова. Здесь есть на что посмотреть. Все меньше и меньше боев до конца этого турнира. И, кстати, все красочнее они становятся. Здорово сейчас левым боковым поймал соперника в контратаке. Ох, Наботов, да. цепляет дважды. О, попадает сейчас! Уронил. Ну и дальше. Пошел за удушкой сейчас, судя по всему. Прихватил шею. Плотно прихватил. Пытается выбраться. Биларов не сдается. Есть у него шанс или нет? Такое ощущение, что не очень их много. Да. И все, да? Или нет? Александр Сидорин. Проверяй, да. Все нормально с реакциями пока еще. Очень хорошая позиция. Уже есть шанс, чтобы выжить. И оказывается, сверху все расцепляет захват. Да, что сотворил сейчас Биларов? И сам идет бороться. И вроде бы даже приземляет на пятую точку своего оппонента. Вот сейчас нужно блокировать ноги. Да, это он и делает. Такая фишка людей, которые занимаются в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. На спине, оказывается, после невероятного начала этого поединка Наботов. И черед отвечать чем-то Биларову. Отличная позиция в маунте сверху. Вообще нет никаких проблем сейчас. Пытается оформить свип сейчас, опираясь о сетку. Удерживается сверху сейчас Биларов и забирает спину, заправляет ноги. Позиция очень хорошая. Будет готовить удушку сейчас явно. А ведь буквально минуту назад был в шаге от поражения Биларов. Причем сначала его уронили, затем пытались душить. И со стороны этот захват выглядел очень плотно. Треугольник закрыт на корпусе у оппонента. Выбраться сейчас бойцу из Таджикистана будет невероятно сложно. Ведь еще 2,5 минуты работать в этой позиции. Пока вроде бы защищается довольно уверенно. Не позволяет сделать ничего лишнего Биларову. Пытался ускользнуть даже сейчас в определенную секунду. Вроде бы выждал момент нужный. Пытается развернуться. Но не получится с таким захватом, таким замком на корпусе, ногами.
Очень плотно все. Поэтому не выскользнешь отсюда. А еще 2 минуты до конца раунда. Как будто это уже длится минут 5-6. А всего 3 минуты прошло со старта поединка. Да, слишком много событий мы посмотрели. Отбивается на Ботов. Вот поймал кураж, даже удерживая соперника у себя за спиной. Более активные действия сейчас уже от Беларова. Вроде бы спину сейчас на Ботов отдал, перевернулся. Обмениваются ударами. Ну, в данной ситуации, конечно, преимущество на стороне того, кто сзади. Даже несмотря на то, что они бьют примерно одинаково. Но не забывайте, что здесь был нокдаун. Поэтому даже если вот сейчас оставшуюся минуту вот так продержится за спиной у соперника Мурат Беларов, вполне возможно, что раунд от ему не отдадут. Хотя раунд будет близким в такой ситуации. Ну, кричат на Ботова, чтобы следил, чтобы не заправили ему там удушку. Не накинули захват. Встает, встает. Сейчас посмотрите. На Ботов. 40 секунд до конца. Пытается стряхнуть соперника со спины. Ух. Попытался вонзить его головой в канвас. Креатив пошел. Мне кажется, даже сделал это, но не почувствовал. Беларов остался за спиной, как и был. Вот с удушкой проблемы. Ну, ищет способы, продолжает искать. Сейчас вот пытается закрыть. Не очень получается. Но вот сейчас был шанс, но нет. Угол неудачный. И старается, конечно, Ботов не дать себя додушить. Расцепляет захваты. С точки зрения защиты от удушающих приемов у Наботова, конечно, полный порядок. Но вот сейчас выдержит или нет? Да, выдерживает. Наносили уже сам. Был близок несколько раз к удушающему приему, но, конечно, отдадим должное Наботову. Защита от этого самого удушающего была на высочайшем уровне у него. Я думаю, что понял прекрасно Мурат Беларов, что нужно делать. Вот сейчас попытался нырнуть в ноги. Размены ему явно не на руку, учитывая, сколько он пропускал в первой половине первого раунда. В этом плане Доровшок Наботов действовал очень хорошо. У него быстрые руки. Самое главное, он понимает, да, те углы. Ой-ой-ой, какая опасная ситуация. Пропустил слева Наботов. Повело его немножко, и вынужден был оказаться даже на коленях. Пытается бороться сам, сейчас прихватывая ноги Наботов. Да, посмотрите, до сих пор такое ощущение ведет слегка бойца Таджикистана. И сейчас Беларов пытается его доработать. Да, попадает и на руках, и до этого фронт-кик неплохой залетел. Коленом сейчас пытался встретить. И пошел бороться сейчас Наботов. Тут же поднимается Беларов. Причем со стороны вообще никаких проблем у него это не вызвало. Еще один бросок, буквально стягивает Наботов соперника на настил. Беларов выигрывает позицию, отталкивает оппонента. И он уже сверху. Да, честно говоря, вот после такого кризисного эпизода для Наботова здесь главное, чтобы сил хватило. Молниеносно просто Александр Сидорин летит туда для того, чтобы убрать руку, которая цепляется за сетку. Как красиво, а! Да, Наботов пытался навязать борьбу и в итоге даже навязал, но как отработал сейчас Беларов, оказавшись опять сверху. Еще и в маунт царит сейчас. Ну, снова все плохо для Наботова. Он пытается развернуться. Вот сейчас шею, если отдаст, то там снова может и треугольник закрыть Беларов на корпусе оппонента.
И вот что интересно, да, в предыдущий раз, вот в такой позиции, в предыдущем раунде оказался примерно на той же отметке. По истечении 2 минут. Мурат Беларов, ну, правда, тогда он быстрый треугольник закрыл, сейчас этого сделать не удается, а может быть и не пытается. Он за спиной, ноги заправлены, все хорошо, позиция выигрышная. И посмотрите, уже под подбородком правая рука. Но вторую руку еще не успел подсоединить, и вот сейчас пытается Беларов. А пока безуспешно. Крепкий, неуступчивый Дарабшох Наботов пытается все-таки отзащищаться. В первом раунде удалось. В этом раунде сил уже гораздо меньше. Сейчас кричат буквально ему из угла: вставай, стряхни его. Ну, как клещ буквально держится сзади Беларов. Наботову кричат: выпрямись, он упадет, но не так уж и просто сейчас это сделать. И Беларова, конечно, со спины стряхнуть тяжело. Несколько минут в первом раунде. Так продолжалось вот час. Пытается Наботов улизнуть. И вскакивает все-таки. Едва не перевернул еще на настиле своего оппонента. Там чуть свип не получился, но вот здесь. Здесь он уже сверху. Беларов смотрит на часы, кстати. Да, какой же такой живучий Наботов. Идет до конца, что бы ни происходило. Пытается заглушить сейчас сам. Не вышло. Заправить руку под подбородок. Снова встает Беларов. Просто зеркальная ситуация. И здесь кувырок, и посмотрите. Едва не вышел в гораздо более хорошую для себя позицию. Такой бой еще, конечно, от которого ну невозможно оставаться с силами, что называется. Интереснейшие, конечно, размены в грэпплинге мы наблюдаем. И в первом раунде они были, и во втором вот сейчас. Накидывает Наботов удары в голову. И как же ребята из Таджикистана, которые сегодня на трибунах, как же громко они болеют. Прихватывает шею, сейчас всем весом стягивает соперника на настил, но буквально на долю секунды. Еще одна попытка тейкдауна. Устоял на ногах Беларов. И, судя по всему, теперь его очередь. Главное, чтобы силы остались. Такое ощущение, что сильно Беларов замедлился. Да, в стойке пару раз сейчас и Наботов попал тоже. Пошел бороться Беларов. Ну, легко остановил эту попытку. Дарабшох. Колено от Наботова. Интереснейший раунд, конечно, мы наблюдаем, потому что первая его половина, даже чуть больше, полностью прошли под диктовку Мурата Беларова. Ну а концовка, как мы видим, остается за Дарабшохом Наботовым. Локти летят очень жесткие. Вторая половина раунда за Наботовым. И Заключительный и, судя по всему, решающий третий раунд. Здесь все может быть совершенно непредсказуемо. заряжается Наботов, сразу идет вперед. Ух, хорошие колени в корпус, несколько подряд. В голову тоже попадает Наботов. Диктует условия именно он. Отличное начало третьего раунда. Очень устал Беларов. Он не может даже руки поднять. Он начал вот так пропускать еще в концовке раунда второго.
Но он налегке так Наботов набрасывает, не напрягаясь, не вкладываясь в удары, но все ловит сейчас Беларов. Утомленный он, конечно, изнеможденный, оказался в партере, пропуская сейчас увесистые подачи от Наботова. Да, гораздо свежее выглядит Наботов. Это может ему помочь, да и уже помогает. Да, есть ощущение, что конец близок. Останавливает поединок Александр Сидорин. Я думаю, что это не конец боя. Скорее всего, он просто увидел удары в затылок. Да, судя по всему, были удары в затылок. Именно поэтому теряет позицию сейчас Наботов. Хотя объяснение, наверное, не помешало. Но все-таки, учитывая, что мы не слышали, что говорит Александр, уважаемый рефери для этого боя. Смотрите, какой бойкий Наботов. Действительно, и скорость не попадает в голову Эдуарда сейчас очень хорошо. Отстреливается Беларов, но он помедленнее. Просто уничтожение в стойке сейчас. Надо чем-то ответить Беларову. Он ловит практически все удары своим лицом. Ответить пытается, но едва-едва руки поднимает. Гораздо жестче заряжает удары Наботов. Да, если так пойдет и дальше, там Александр Сидорин может и вмешаться. Пока все выглядит так, что словно Наботов может не доводить бой до решения и оформить досрочную победу. В затылок прилетела парочка, мне кажется. Просто выживает сейчас Мурат Беларов. А ведь так все неплохо начиналось для него и во второй половине первого раунда, и в первой половине раунда второго. Он просто передышал, во всяком случае, пока передышал Дарабшох, но нет никаких предпосылок, нет никаких оснований считать, что что-то изменится в ближайшие 2,5 минуты. Да, насколько конкурентными были первые два раунда, и вот здесь, на фоне слишком сильной усталости Беларова, это уже превращается в избиение. Очень тяжело Мураду. Он терпит. Но это все, что он может сделать пока. Я думаю, все будут только рады, если вдруг восстанет буквально здесь Мурат Беларов. Откуда-то появится у него силы, он начнет давать отпор, как это было, например, и в первом раунде после нокдауна, и, естественно, в раунде втором. Но пока не видно, за счет чего эти силы могут найтись. Откуда им взяться? А Наботов, смотрите, набрасывает и набрасывает. Мне кажется, он уже выбросил ударов в третьем раунде больше, чем за первые два в совокупности. Просто шикарно проводит этот поединок Наботов. Да, не всегда у него что-то получалось, но те моменты, в которых он был хорош, он был по-настоящему хорош. И еще раз сваливает буквально Беларова на настил. С помощью сетки, по-моему, Мурат поднимается. Александр Сидорин тут же говорит ему об этом. Ну, посмотри на Беларова, да, вроде бы уже минуты 3 назад сил у него практически не было. Он напропускал, мне кажется, под 100 ударов, и тем не менее он продолжает вставать на ноги. Не готов сдаваться Беларов. Будет идти до конца, это уже очевидно. Очень крепкий орешек оказался. Но раунд все равно не конкурентный. И работает здесь только Наботов. Беларов в режиме выживания. Еще один тейкдаун получается от Дарабшоха Наботова, который за спиной у соперника уже долгое время и не планирует останавливаться. Опять за сетку схватился Беларов, но уже на автопилоте он пытается держаться. Там активно подсказывают сейчас из вот этого ближайшего угла, как раз из синего угла, что нужно делать. И в какой-то момент они показали, что не нужно наносить столько ударов. Можно попытаться перевести. Собственно, Наботов это и сделал. Ну и сейчас тоже довольно увесистые подачи от него залетают. Бьет. Ну, весь раунд бьет, слушайте. Весь раунд со всех позиций бьет. Да, если это не 10-8, тогда что? Просто уничтожение в третьем раунде, к сожалению. Терпит Мурат Беларов. Еще раз я это повторяю, но честь ему и хвала. Но, конечно, еще больше надо поаплодировать его оппоненту, потому что Дарабшох великолепно рассчитал силы и на сколько раундов он был готов.
Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя большинством судейских голосов победу одержал